Как понять, что мне нужна помощь? Об этом и о многом другом мы сегодня поговорим с моей гостьей. Сегодня у меня в гостях Надика Измаилова, семейный психолог. Расскажите немножко о себе. А, Я семейный психолог, психотерапевт, член Ассоциации психологической помощи мусульманам. Это всероссийская организация. Я там еще участвую как волонтер. К нам на горячую линию поступают заявки, и мы их обрабатываем по очереди. Вот. И занимаюсь я психологией профессионально с 2008 года. А до этого времени это была такая вот как бы хобби мое. Я ее очень любила, очень увлекалась с подросткового возраста. И все это переросло вот в такое профессиональное уже движение, которым я уже много лет занимаюсь. И основная такая ценность — это семейные взаимоотношения, семейная психология. Ну и, естественно, состояние женщины, потому что ко мне чаще обращаются, ну как, я работаю с женщинами, с подростками, и больше, наверное, скажем так, трепетней отношения, да, и к состоянию женщины, потому что она ближе всего к нашим детям, ну, к своим детям, и мы к своим. Да. И от этого зависит тоже Наше будущее в наше целом, будущее, да, от нашего состояния. Но я не хочу, чтобы это звучало так, как будто бы вот от женщины все зависит. Да? Это очень такая смысловая нагрузка тяжелая, там много такой ответственности сразу чувствуется. Нет, я к тому, что чтобы женщина уделяла внимание себе, своему состоянию. То есть вовремя позаботилась о своем психологическом состоянии, да, психологическом отдыхе, вовремя позаботилась о своем физическом состоянии. То есть Да, вот. не запускала, чтобы эти моменты. Кстати, я хотела сказать о том, что уже наконец-то со временем, да, мы привыкли заботиться о своем физическом состоянии, сдаем какие-то анализы, обращаемся в определенное время с определенной периодичностью к разным специалистам. Это мы уже научились. Да. Но вот психическое состояние, эмоциональное здоровье, мы об этом мало говорим, вообще об этом не принято говорить, и я бы сказала, даже об этом, наверное, стыдно говорить, да? Это слабость человека, да, вот признаться в том, что мне тяжело, у меня проблема, мне грустно, у меня депрессия. И вообще вот я хотела спросить у вас, что такое психическое здоровье? Давайте вот разберемся в этом. Психическое здоровье — это прежде всего, когда человек в ресурсе выдерживать какие-то происходящие вокруг него события, да, именно на уровне чувств. То есть это является такой вот эмоциональной устойчивостью, потому что в нашей жизни, да, всякие события происходят, и очень важно быть эмоционально устойчивым. Это не имеется в виду быть как какая-то там железный человек, да, не эмоционируя, но хотя бы не проваливаться в чувства, вот в панику, в какую-то или наоборот агрессию, а выдерживать какие-то сложные ситуации жизненные достойно и помогать при этом, ну, своим родным и близким, своим присутствием хотя бы просто. И вот, как вы верно заметили, сейчас очень много частных клиник у нас, да, появилось. Я смотрю, там очереди хорошие, люди приходят, следят за своим здоровьем. Это тоже очень радует. Сдают анализы, проходят специалистов, ну и в основном женщин там большинство. И частные клиники сейчас начали потихонечку вводить психотерапию, то есть помощь психолога, помощь специалиста. Есть такое понятие, как психологическое бесплодие. И они себе специалиста обязательно заводят в штат и направление дают своим клиентам, кто уже, допустим, нет там медицинской части, уже прошло обследование, их направляют к психологу, к психотерапевту, чтобы они лечили это бесплодие психологическое. То есть уже начинают клиники в это направление работать
понимать, что есть психосоматика существует, что здесь уже их границы как бы закрываются, да, здесь нужен другой специалист, психолог. Они это начинают осознавать и направление давать. Скажите, вот эта проблема сейчас, она, ну, часто встречается, да, там какие-то наши физические недуги, да, связывают с психосоматикой. Это было раньше, всегда это было, или это только вот сейчас появилось? Это было всегда, но сейчас это более стало как-то масштабнее. Почему? Потому что все-таки люди стали больше обращать внимание на себя. Все-таки наше поколение, наше время больше стали обращать внимание и выявлять, обращаться, скажем так, за вот наступила проблема, да, они начинают на нее обращать внимание, что-то с этим делать. Даже если они не пойдут к психологу, как вы говорите, которым стыдно, да, они, допустим, начнут искать какие-то источники среди литературы или в интернете и что-то делать со своими симптомами, как-то себе помогать, хоть даже и скрытно. А раньше, например, люди об этом умалчивали, и это переходило в такую глубокую какую-то форму болезни, да, там сахарный диабет, рак и вот такие вот заболевания сложные, серьезные. Это как бы причина, да, того, что не было должного, скажем так, внимания, не уделяли люди внимания, да, своим чувствам. Ну и раньше вообще мы не знали даже, что такое слово, да, что чувства, какие чувства. Какие чувства, да. Вот, нужно было там работать, пятилетку отрабатывать, там детей выращивать, да, кормить и там дома строить. Детей нужно было просто накормить, вовремя спать уложить, там вылечить, если они там нездоровы, да, вот, ну, у наших родителей Да. и у них тоже такое же было, да, вот детство. И поэтому было не принято жаловаться, да, Мгм. вот обращать внимание на свое состояние. И даже если ты кому-то скажешь, поделишься, то так и говорили, то есть молчи или там займись чем-нибудь. Мгм. Займись, это самый лучший способ, да, отвлечься, Да, у тебя занять себя слишком чем-то. Ну и раньше и даже бытовой работы было больше, обратите внимание, да, сейчас с технологией мы меньше напрягаемся, а когда технологий было поменьше, человек, работая физически, он какие-то свои состояния интегрировал в момент работы. Он это отреагирование называется, да, на психологическом языке. Вот даже если взять и покосить траву, да, сколько там нужно усилий, сколько злости, чтобы это все покосить, а злость как раз-таки это то чувство, которое дает много силы, много энергии. Мгм. И пока там мужчина косит траву, он отреагировал эту злость, пришел домой добренький, уставшенький, покушал, всех в щечки поцеловал и спать пошел. Вот. Да. И это, ну, то есть и жизнь была другой. И не принято было об этом говорить, и не знали, как об этом говорить. Но я вам хочу сказать, у меня была клиентка, самая пожилая, это 65 лет. Мгм. И я очень переживала, потому что после 50 в терапию обычно не берут клиентов. Почему? Потому что уже там психика, она более такая ригидная, она склонна к застреваниям, и там сложно поработать, что-то с ней сделать. Она не поддается, скажем так, коррекции. Мгм. А тут я думаю, ну, пришел человек, захотела она, и у нее очень такая сильная мотивация была, я хочу помочь детям. А у нее была проблема в панических атаках. У нее были панические атаки уже несколько лет, и она медикаментозно симптомы глушила, врачи ей назначили, но как только я оставляю лечение, у меня сразу симптом, да, обратно возвращается. И мы работали над причиной. Я, говорит, не хочу, во-первых, на этих таблетках все время сидеть, во-вторых, все равно там бывает, что я забываю выпить, у меня возвращаются приступы, а я хочу детям помогать. У нее была очень сильная мотивация. И мы с ней начали работать, и у нее очень гибкая оказалась психика, и мы так хорошо с ней поработали, она стабильно каждую неделю ходила в течение, по-моему, 4 месяцев. Мы с ней поработали, у нее эти все симптомы ушли, она избавилась от таблеточек, избавилась от вот этих приступов, стала смотреть внуков, обрела покой, что от нее есть помощь, что она может еще функционировать, помогать, быть полезной.
Мгм. Это очень сильная мотивация для человека быть полезным. Мгм. Скажите, а вот этот момент, да, критерий вот здорового человека, вот определяете вы, что человек уже здоров? Или определяет сам человек? Сам человек. Сам Да, человек. мы как раз-таки вот этот контакт с собой настраиваем, и Мгм. через вот этот контакт с собой он начинает понимать, я уже стабилен, то есть мне уже достаточно, и Мгм. мы, допустим, можем перейти из регулярных встреч там, на какие-то точечные, да, по запросу, там, допустим, раз в 2 месяца человеку что-то нужно какую-то, да, решить задачу, он обращается. Но мы всегда направляем его сознание на то, чтобы он сам себя хорошо понимал, сам себя хорошо чувствовал и не нуждался в нашей помощи. М. То есть наша задача взрастить зрелую, устойчивую личность. Мы сейчас заботимся о своем теле, да, мы укрепляем спину, укрепляем плечи, подкачиваем руки, чтобы это все функционировало, да, как можно дольше. Можно ли прокачать психическое здоровье? Конечно, можно. Есть какие-то принципы, есть какие-то такие вот по пунктам можете перечислить, или это нужно? Смотрите, мы можем прокачать себя в какой-то степени. Ну, мы должны понимать, о чем вообще сейчас идет речь. Да? Мгм. Бывают какие-то, допустим, психотравмы, Мгм. да? Тут уже нужна помощь специалиста, тут ты уже никак сам себя не прокачаешь. Но как раз-таки вот эти психотравмы и формируют нашу вот эту устойчивость, наш контакт с миром, да, контакт с окружающими. Мгм. И тут тоже нужно смотреть, если, допустим, у человека очень хрупкая структура психики, и психотравмы все-таки оставили такой глубокий отпечаток, вряд ли он сможет прокачаться самостоятельно. Мгм. Да, там есть на сегодняшний день очень много тренингов проводят онлайн, я даже сама провожу и онлайн, и оффлайн тренинги. Мгм. Можно там какими-то маленькими аккуратными шажками прокачивать свою эмоциональную сферу. Но такого вот колоссального эффекта, допустим, это не даст. Все-таки психотерапия, она дает более глубокую и более стабильное состояние человеку. Вот. Можно это все параллельно заниматься. Можно, допустим, после личной терапии заняться групповыми работами. Но если у человека, допустим, плюс-минус крепкая структура психики, таких людей очень много на самом деле. Обычно это люди, которые реализованы в жизни, и они Мгм. занимаются тем, что им нравится, то, что они любят. Такие люди более устойчивые, более прокачанные психологически. И вот им, допустим, какие-то тренинги по саморазвитию, они прекрасно ему как бы еще больше его подпитают. Мгм. Он будет более таким устойчивым, более прокачанным психологически. И почему бы нет? Это прекрасный такой вариант для людей реализованных. Я часто слышала, что, например, говорили о какой-то женщине, да, в ней есть там стальной стержень. Мгм. Ну, это, наверное, надо родиться, да, вот с какой-то сильной, устойчивой психикой, с каким-то характером, да, чтобы Бывает. добиться. Это же не какое-то везение, что человек добился вот таких вот высот, что человек добился вот такого положения, и он счастлив, да, от того, что он делает. Да, с того, с каким набором мы приходим в этот мир, тоже большую роль играет в дальнейшем нашем развитии. Мгм. Плюс от среды, в которой психика, не психика, а личность формируется, да, это семья, тоже играет важную роль. И вот про железную леди, вы знаете, у железных леди проблем побольше, чем у простых женщин. Они настолько в этой роли вживаются, что ну, из одной роли невозможно со всеми контактировать. Вот с ребенком своим ты же не будешь через образ железной леди контактировать. Да. Там нужна теплая мама, принимающая, поддерживающая, а железная леди этого делать не умеет. Поэтому у нее проседает семейная сфера, у нее проседает личная какая-то, да, там жизнь. Не все мужчины выдерживают рядом с собой Сильную такого женщину. сильного лидера, да.
Это редкость такая бывает, когда два лидера соединились, они не конкурируют, каждый занимается своим делом, да, и когда они вместе, они снимают эти роли и становятся просто супругами. Это редко встречается. Но в основном железным женщинам, железным леди очень сложно принять свою слабость. А слабость есть у всех, у каждого человека. Все мы как и с сильными качествами созданы, так и со слабыми качествами созданы. И все эти качества, все эти наборы нам нужны. Это нас делает личностью, это нас делает уникальными. Вот. И поэтому сильным личностям сложно принять свои слабые качества, потому что там даже идет такое отторжение своих слабых сторон. И там очень долго нужно с этим работать, это принимать. Это такие, знаете, бывают сложные работы, и откаты назад бывают, где все, зачем оно мне нужно, все надоело, буду опять, как всегда, железной леди. Вот. Это сложный случай, скажем так. И сам человек от этого тоже страдает, потому что он устает играть роль все время такого суперчеловека. Ну, когда тогда вот какая легкая роль? Роль человека, который всегда в роли жертвы, слабый. Ага. Смотрите, на самом деле, если мы говорим о здоровой Да. психике, да, плюс-минус психологически прокачанного человека, у него все роли включаются, он умеет легко переключаться, да, допустим, с детьми, если мы говорим про женщину, она мама, да, принимающая, теплая, поддерживающая. С коллегами она коллега, да, там уже другой уровень отношений, там уже профессиональный язык идет, да, профессиональное поведение. Мгм. Вот. С супругом она тоже не может играть ни роль мамы, ни роль коллеги, она роль жены играет, роль жены она другая. И, допустим, к своим родителям, вот основные, да, возьмем сферы, своим родителям она дочь. И все это называется социальные роли. И если человек умеет из этих ролей выходить, включаться вовремя, переключаться, это говорит о психологической гибкости. И это и есть вот как раз-таки плюс-минус здоровая личность, психологически устойчивая личность. Через одну роль она не может взаимодействовать с этим миром. Мгм. Это даже у нас есть свои потребности, да, внутренние, и через одну роль мы не можем удовлетворить эту потребность. И вот вы говорите про жертву, да, это больше так к теории треугольника Карпмана. М. Жертвам это уже патология. Это уже вот как раз-таки железная леди – это патология, жертва – это патология. И, допустим, жертва через свое состояние закрывает какие-то свои потребности. Да? Мгм. Но она не знает других ролей, у нее нет ресурса быть другой, и через вот эту роль она, скажем так, существует. И самое сложное – это выйти из роли жертвы на самом деле. Потому что не все жертвы хотят этого. Вся сложность в этом на самом деле. Да. Они настолько привыкают к этому состоянию, что там даже уже идет, знаете, такое выгода этого состояния. Мгм. А от выгод никто не хочет отказываться. Там есть выгода, там есть определенная власть у жертвы. Мгм. Вот. И от выгоды, и от власти никто не хочет отказываться. И поэтому мы должны понимать, есть слабость нормативная, где я принимаю, да, свои слабости, где я знаю, где мои границы заканчиваются, вот тут я могу что-то сделать, а здесь уже, ну все, я бессилен, тут я ничего не могу сделать. Это нормативное такое принятие своих возможностей, Мгм. своих слабостей. А есть состояние жертвы, это уже патология, где я этим живу, где я вокруг себя как жертва обустроила свою жизнь, да, где люди уже обслуживают мое жертвенное состояние. Это уже другое. Это не про слабость, когда мы иногда, да, хотим быть слабыми, чтобы отдохнуть, взять Мгм. паузу. А это про образ жизни, и там это более глубокая, серьезная работа, и нужно просто понимать и разграничать. И, кстати, вот часто клиенты путают эти понятия. Когда вот этой железной леди предлагаешь
со своей слабостью познакомиться, да, посмотреть на нее, развернуться к ней, она Мгм. ее воспринимает как жертву. Нет, я не хочу, это жертва, я не хочу быть жертвой, я сильная женщина. Окей, ты не жертва, я вижу, что ты сильная женщина. То есть жертва, она какая? И мы начинаем разбирать эти понятия, разделять, отсеивать, скажем Мгм. так. Поэтому у людей чаще всего спутанность в понятиях бывает, и вот эти вот мифы, да, что слабые там быть нельзя или еще чего-то. Эти мифы тоже, они откуда взялись? Даже не мифы, а, так скажем, установки. Это все тоже пережитые нашими предками вот эти все трагедии, да, когда женщины в период войны, в период депортации остались без мужчин, и им нужно было заменять, они заменяли эти роли, да, они становились добытчиками, они где-то становились даже защитниками, нужно было защитить свое потомство, да, уберечь его. И они настолько вжились в эту роль, что потом, когда стало безопасно, все уже выдохнуть я не могу, потому что мне до сих пор страшно, вдруг что-то случится, и я этому же буду учить своих детей. Ну, Отсюда и наши мамы такие же тоже сильные, ну да. требовательные. Получается же, эти женщины, эти сильные женщины, кормильцы, да, они воспитали своих дочерей, наших мам, и наши мамы, в свою очередь, воспитывают нас. То есть быть слабой, ну, как-то так, ну, я бы Не сказала, не перспективно, да. перспективно, не принято. Будешь слабой, будешь тихой, тебя не заметят, ты не сможешь пробиться, ты не сможешь устроить свою жизнь. Вот так же нас, в таком же ключе, в основном, воспитывали. Но опять же, вот тут есть спутанность с понятием слабая, значит, ты жертва какая-то беспомощная, да? Мгм. А мы же про другую слабость говорим. Мы говорим про ту слабость, где я действительно через эту слабость я начинаю понимать, что я устала, что мне Да. нужна пауза, что мне нужна забота, что мне где-то нужно выдохнуть, набраться сил, чтобы идти дальше. То есть, если мы так посмотрим на эту слабость, то тут она даже нам необходима, и она как помощь для нас, да, чтобы мы вовремя останавливались и отдыхали. Да, это очень важно именно прислушиваться к своим чувствам, к своим, не только к своему организму, да, вот прислушиваться так, у меня что-то голова болит, а прислушиваться вот к своим чувствам, к своим эмоциям, понимать, что нужно делать. И скажите, пожалуйста, мне, в какой момент нужно обратиться к психологу? Или психолог, он должен быть вот так же, как и другие наши специалисты, к которым мы раз в полгода, раз в год, раз в 2 года обращаемся? Ну, знаете, вот за рубежом уже это даже в страховую, медицинскую страховку входит, да, посещение психотерапевта. Для них это уже вот как к стоматологу, там, допустим, эндокринологу и другим специалистам. Вот. Я за это, конечно же, тоже, потому что регулярно нужно свое психологическое как бы здоровье хотя бы диагностировать, да. Мгм. Но если даже не это, не берем уже, не будем так далеко заходить, да, по текущим обстоятельствам, допустим, сейчас в период такого нестабильного времени много тревожных компонентов у людей. Это нарушение сна, это раздражительность, это даже вот на физическом уровне они чувствуют, что нет сил, да, я не могу, допустим, встать, собраться, что-то сделать. Все эти события на нас влияют. И если уже есть вот такие, допустим, симптомы, да, уже стоит обратиться к психологу. Потому что это может перерасти, допустим, тревожное состояние может перерасти в тревожное расстройство. Тревожное расстройство, как правило, тянет за собой еще несколько видов расстройств. Те же панические атаки, тоже потеря сна. И, допустим, это что касается моих реакций на внешние какие-то внешние факторы. А еще момент, ну, например, есть какие-то проблемы во взаимоотношениях с детьми. Чаще всего в подростковый возраст детей в этот момент обращаются родители, и прям у них вот паника, истерика, можно так сказать, что мне делать, да, ребенок стал другим. Вот в эти моменты тоже стоит обратиться к психологу. Дальше взаимоотношения супружеские. Нет какого-то
взаимопонимания, да, не можем к чему-то общему прийти, чувствуем, как мы отдаляемся друг от друга. Понятно, что людям нужна помощь, чтобы прояснить, что происходит, да, в их отношениях в поле, потому что многие не договаривают что-то, да, кто-то обижается молча, как-то эту обиду переваривает. Нет здоровых коммуникаций. Вот, кстати, с коммуникациями здоровыми это вообще должна быть отдельная тема, потому что у нас как-то это вот в постсоветском пространстве такие вот коммуникации очень нарушенные, больше такое вот в приказном тоне все как-то обращение, да, идет. То есть нет такого уважения, нет такой вот тоже гибкости в словах, да, нет каких-то новых моделей, даже произнесения каких-то слов, чтобы человек тебя услышал, и ты в этот момент не был критичен, да, не критиковал, не обвинял, и тон другой использовал. То есть все это уже как бы есть показатель, да, того, что можно обратиться к психологу. Не обязательно, как многие думают, там, что я псих какой-то к психологу, да, сейчас обращаться. А нет, психи обращаются к психиатру, мы психов не лечим, да, вот. И мы помогаем людям, скажем так, настроить контакт с собой, настроить контакт с окружающими, с этим миром, чтобы ему было плюс-минус гармонично. Мы, конечно, не можем сделать вот суперчеловека, да, такого, чтобы все было, как говорится, море по колено, горы по плечу. Мы даже сами нуждаемся в личной терапии, так как мы всегда в контакте с чьей-то болью. Мы должны свою психику тоже очищать и ресурсировать через личную терапию. Поэтому и мы даже не такие сильные, мы тоже люди, у нас тоже есть свои слабости, да, и поэтому нет ничего в этом зазорного. Можно даже это, человек имеет право это скрывать, никому не говорить, что я обращаюсь к психологу. Ходишь себе и ходи, выясняй свои какие-то проблемы, которые тебя беспокоят, потому что другие могут, для них это может быть не проблемой. Вот для тебя это вот твоя ценность, для тебя это все вот твое, тебе нужно с этим разобраться, тебя это очень беспокоит. Для другого это может быть вообще не ценностью, он может тебя не понять, сказать: ты что, зачем тебе это нужно? Ты что, сам не справишься? Это, ну, обесценивание, да, Да, такое, его да. ценности, его состояния. Вот, поэтому можно даже не говорить, все это делается конфиденциально, мы всегда скрываем имена там своих клиентов, да, с какими запросами они обращаются. Мы очень трепетно относимся к скрытию информации. Человек приходит по своим каким-то состояниям, да, вот то, что его беспокоит, приносит это на терапию, а мы уже знаем, что с этим делать. А вот скажите мне, вот по ходу разговора у меня такой вопрос возник. Психолог сам может себя вылечить? Нет, конечно нет. Как и стоматолог сам себе зуб Сам себе запломбировать. не может, да? Да, нужен кто-то со стороны. Смотрите, роль психолога — быть нейтральным к ситуации, которую принес клиент. М. Он не включается туда эмоционально, но он как специалист, допустим, может давать поддержку чувствами, да, там, принятием, сочувствием, состраданием, но не вовлекаться, как, допустим, это вовлекаются там родители, да, или там друзья, они же все через чувства туда, в эту Ну ситуацию да. идут. Вот. Также и нам нужен специалист, который будет это со стороны разбирать, не вовлекаясь туда. И я, например, очень люблю личную терапию. Я прихожу, все это вываливаю. Мгм. Ну, естественно, мой терапевт знает, что я психолог, да, и говорит: а ты сама как думаешь? Я говорю: я ничего не знаю, я сейчас ваш клиент, пожалуйста, меня лечите, я психолога оставила за дверью, вот, я сейчас хочу, чтобы вы мною занялись, и никаких гипотез там выдвигать не собираюсь. То есть я снимаю с себя эту роль, я не включаюсь, я полностью в роли клиента и доверяю своему терапевту, знаю, что он сейчас эту ситуацию рассмотрит со всех сторон, да, и даст мне какие-то техники, где-то рекомендации, где я уже смогу с этим справиться. Это интересно.
Как выбрать своего психолога, психотерапевта? Вот у некоторых в Инстаграме 35 тысяч подписчиков, у некоторых прекрасный YouTube-канал, где она или он так красиво, в красивой обстановке, там красиво рассказывает о решении тех или иных проблем. Некоторые просто сами по себе красивые, некоторые красиво одеваются, ездят на красивой машине. Ну, в общем, скажите мне, вот как вот обычному человеку, не разбирающемуся в психологии, там, выбрать своего врача? Это очень важный момент. Да. Тем более последние 5 лет, да, это очень стало модно быть психологом. И еще и все это должно быть подвязано под социальные сети. Ты должен быть не только специалистом, да, ты еще и должен быть супер крутым блогером. Да. Все это красиво вещать, все у тебя должен быть контент. То есть ты должен быть там и шоуменом, да, вот это все превращать в такую интересную какую-то обвертку в шоу. Это на самом деле сложная задача. Вот я И тоже. многие обращают на это внимание. Если, допустим, даже рекомендовали человеку специалиста, он заходит на его аккаунт, он сразу спрашивает аккаунт специалиста. Он заходит, он начинает собирать про него информацию, он смотрит на подписчиков. То есть для него это показатель. Для некоторых людей это вот такое требование. Он должен быть востребованным в плане соцсетей, да? У него должны быть много подписчиков. И такая вот активная, причем должен быть активный аккаунт. Но это действительно не показатель. Это действительно не показатель. И я сама, бывает, расстраиваюсь, когда клиент приходит от какого-то психолога, допустим, называет даже иногда его и рассказывает, как они работали. То есть я понимаю, что там была работа некомпетентная. Я, конечно, это скрываю от клиента, я ему не говорю, да, об этом. Но я понимаю, что работа была некомпетентная. То есть, ну смотрите, вот сами подумайте. Допустим, клиент мне говорит, вы знаете, приходит человек с таким чувством, как грусть, тоска, и там по какому-то определенному событию. Да, эти чувства связаны с этим событием. И человек обращался до этого другому психологу. Тот психолог говорит, когда у тебя такое состояние, ты замечаешь, отвлекай себя. Что это значит? Игнорируй эти чувства другим языком. Ну, посмотри на яркое, обычно говорят. Да, там да, вот. да, да. Но это мне Отвлекай. мама, например, Это говорит, вытеснение, это не да. психолог. Это вытеснение моих чувств. Это не работа с чувством. Я точно так же вытесняю, как я мог бы и без психолога это делать. Да. Я что, сам не могу догадаться, пойти посмотреть кино, там, я не знаю, съездить куда-то, да? Но на самом деле с этим чувством нужно побыть, нужно его прожить, нужно дать человеку ресурс, чтобы он принял это чувство или принял, как правильно ударение поставить, побыл с ним, не боялся его, привык к этому чувству, и вот тогда оно начинает отступать, да, то есть это обычное нормальное чувство, но у человека начинает возрастать тревога, потому что мы не привыкли с этим чувством работать и с ним быть. Да. Но когда терапевт помогает это чувство принять, пожить с ним, побыть с ним, оно само потом отпускает. Оно само отпускает, и не нужно переключаться на что-то. Вот. То есть мы что сделали? Мы настроили контакт с этим чувством, и клиенту уже не страшно быть в этом состоянии. Он уже понимает, что это не страшно, это безопасно, я это выдержу, у меня есть ресурс, терапевт мне дал этот ресурс. И таким образом вот как раз-таки его уровень самосознания и устойчивости возрастает именно вот в этом моменте, а не тогда, когда мы говорим, чем больше ты будешь игнорировать своих чувств, да, обесценивать их, не чувствовать ничего, вот тогда ты будешь крепким, сильным человеком, это показатель. Нет, это очень большая и распространенная ошибка, к сожалению. И это вообще даже заразно, я вам хочу сказать, такое мнение, потому что в последнее время подростки, вот лет 17-18 девушки приходят, они так и говорят, научите меня ничего не чувствовать. Я не хочу ничего чувствовать, что-то чувствовать. Я хочу реагировать спокойно, железно, твердо на все ситуации, что происходит вокруг. Но это, говорю, только социопаты на такое способны, потому что у них проблемы
с эмоциональной сферой. Это патология. Здоровый психологический человек, здоровый, да, он должен свои чувства понимать, принимать, разбираться в них, выдерживать их. Сейчас, кстати, очень модно тоже, да, вот про психологический контейнер говорить. Особенно мамам вот советуют, да, психологи, контейнировать чувства своих детей. Мгм. Но почему-то у этих мам не получается контейнировать чувства своих детей. Их это начинает злить, бесить и раздражать. Почему так происходит? Потому что у самой мамы контейнер не расширен. Там нужно с мамой сперва поработать, настроить контакт со своими чувствами, расширить внутренний контейнер психологический, да, где мама свои чувства выдерживает. Мгм. Как правило же мама со своими чувствами бедная не может справиться, а тут еще дети. То есть и получается у нее еще чувство вины начинает возрастать. Как это я не могу контейнировать чувства своих детей? Что же я за мать такая? Все психологи об этом говорят, а я этого не умею делать, значит я плохая мать. То есть женщина вообще может в таком случае в депрессию уйти запросто, вот даже взять вот эту проблему, да, эту ситуацию. А если ты маме помогаешь самой настроить контакт, да, с собой, проработать какие-то свои детские, да, негативные опыты, где-то психотравмы. Они у нас у всех есть, это нормально. Мы не можем защитить своих детей или избежать их как-то. Они даже нам нужны. Естественно, мы не можем это делать специально, да, для своих детей, там, устраивать какие-то там психотравмы, чтобы он стал сильнее. Мы не делаем это осознанно, но они нам в любом случае нужны. Но мы не создаем такую вот вакуум, да, что все, моего ребенка нельзя травмировать. Не нужно этого делать, тепличные условия мы не создаем. То есть мы в любом случае от травму вырастаем. Это делает нас сильнее, это делает нас нами, это делает нас крепче. И через травмы, возможно, какие-то мы идем к каким-то целям, чего-то достигаем, где-то о себе заявляем. То есть это тоже такое вот развитие наше. Есть такие моменты, где они меня тянут вниз, и я не справляюсь, вот как раз-таки мы там и нужны, чтобы помочь человеку. Да. Поэтому с мамами нужно работать в первую очередь. В первую очередь, конечно, особенно я вот очень, ну, своя ситуация, у меня 3 детей, Машаллах. каждому нужно внимание мое. Я это чувствую, когда прихожу с работы, они ждут моего внимания, причем каждый отдельно, не Да, все вместе, да, да-да-да. вот всех собрал и на всех посмотрел, всех со всеми поговорил, а каждый отдельно. И это очень сложно уделить всем внимание. И вот, как вы говорите, эмоционально всем помочь. Помочь себе нужно сначала, да? Да, это действительно сложно. У мам задача такая, и тем более если несколько детей в семье, а Мгм. все они разные. Мгм. У всех язык любви свой, да, кому-то нужно, чтобы его погладили, поцеловали, другому нужно, чтобы просто его послушали, да, его информацию приняли, что там Да. с ним происходило за весь день. Третьему, допустим, нужно почитать книжку, он через слух воспринимает, да. Четвертому вообще вот он вышел, открыл дверь, смотрит, Анашка, бабашка сидят, телек смотрят, мне нормально, все хорошо, мне этого достаточно. Увидел их, и я счастлив. И когда мы не знаем, что такое язык любви моего ребенка, да, опять же возвращаемся к себе, потому что не знаем, какой язык любви у нас у самих. Нам сложно дать что-то своим детям. И тут, видите, как есть много контакта, вот бытового, как вы говорили в самом начале, да, покормить, там, одеть, вылечить, но мало контакта эмоционального. И действительно есть моменты, когда мы можем всем уделить внимание, вот, допустим, за ужином. Очень классно, очень здорово, когда в семье есть традиции, есть правила свои, да, регулярные, потому что детям так спокойнее, когда в доме есть правила. И, допустим, они знают, что мы вечером все ужинаем вместе, это наше правило, да, это их питает, это их наполняет, это дает им чувство безопасности, уверенности. И также, когда отдельно, допустим, пусть это будет 15-20 минут, это не час, там, не полдня, да, но каждому я подхожу и вот эти 15-20 минут уделяю именно ему.
Многие думают, что должен быть длительный контакт, да, то есть время там должно быть побольше. Нет, времени побольше не нужно. Достаточно вот этого качественного контакта, да, 20-минутного с ребенком, и он будет счастлив, поверьте. Постоянно присутствовать в жизни ребенка тоже не нужно. Я вижу такое по некоторым мамам, это тоже говорит от материнской тревоги. Они всюду вот в контакте со своим ребенком, то есть это тоже будет влиять на его развитие, и дети должны учиться бывать какое-то время с самими собой, вот наедине. Они должны учиться сами себя развлекать, какие-то игры там создавать, где он один там герой и один играет. Это полезная вообще вещь, когда ребенок умеет сам себя занять. И там не нужно вот некоторые мамы говорят, вот сидит сам с собой играет. Я говорю, да радуйтесь, счастье-то какое, что ребенок сам с собой играет. А мне кажется, может, у него что-то с психикой не то. Я говорю, нет, вам, может быть, так и кажется, но с психикой у него все то. Он должен уметь, говорю, учиться это делать. А другие мамы с другой проблемой приходят. Он от меня не отстает, он все время висит на мне. Я не знаю, как с ним быть, вот как с ним справиться, не могу никуда отойти, доходит до абсурда, я не могу в туалет даже, да, сходить. Вот, это уже другая крайность. И от этого тоже же устает мама. Поэтому нужно как-то вот найти вот такой баланс. И опять же, если мама доверяет себе, на самом деле ни один психолог так не будет знать ребенка чужого, да, как мама. У мамы есть все ресурсы, у нее есть интуиция, она его знает с момента зачатия этого ребеночка. И если вот этот контакт установить, да, если ее саму маму со своей, у нас есть очень такой хороший дар от Всевышнего, как интуиция. И если мама в контакте со своей интуицией, да, она интуитивно, она видит, знает даже те моменты, когда ребенок хочет в туалет. Она уже это интуитивно начинает чувствовать. Вы как мама меня сейчас понимаете, Понимаю, да? И это прекрасно, когда у мамы есть такая интуиция. И ей только нужно помочь, поверить в себя, да? Принять себя, отпустить те моменты, что я не всемогущий человек и не могу быть всегда, каждую секунду, да, рядом с детьми. С ними что-то должно происходить, но я потом буду рядом. Если, допустим, меня не было в этой ситуации, я его приму попозже. И лучше мамы, психолога нет для детей. да. Поэтому, когда ко мне обращаются поработать с детьми, первичную консультацию я провожу с родителем, ну, с кем-то из тех, кто обратился. Мы работаем, мы работаем с родителем первичную консультацию, я собираю информацию, то есть мне нужно со всех сторон, да, интервью тоже проделать, чтобы побольше собрать о ситуации информации, и уже начинаю подводить к тому, что в контакте с ребенком что-то у мамы пошло не так. А что это может быть? Возраст ребенка. Он Мгм. уже не маленький, он уже другой, и пошли сопротивления. И вот помогаешь, когда маме это принять, а у мамам сложно отпустить ребенка, мамам сложно встретиться с взрослением своего ребенка. Это самая сложная задача. Она его все время маленьким видит, все время Да. хочет обнять, поцеловать, вот, защитить от чего-то, да, я тебя сейчас От спасу, всего. от всего, да. И ей сложно, а нужно это сделать, чтобы уже как раз у него возрастная задача возникает, да, в подростковый период, учиться самому с этим миром взаимодействовать. И нужно уже маме другую позицию занять. А она не знает как, она не понимает, что нужно это сделать, да, она в тревоге еще, вы что, он же такой маленький, еще он сам не справится. И тут уже задача моя поработать с мамой, а не с ребенком, потому что с ребенком все нормально. Вот у него такая возрастной кризис, с ним он соответствует своим поведением к этому кризису, не Мгм. соответствует мама своей реакции. Поэтому мы работаем с мамой и уже дальше. Так, ну скажите, а папы вообще обращаются или что? Или что? Или Да, они на работе все? папы обращаются, просто у пап, смотрите, у мужчин
у них чувства более изолированы, это биологически так обусловлено, М. потому что у них другие задачи в этой жизни, да, это как это функция защитная, да, такая функция там добытчика, более глобальная, серьезная, там функция воина где-то какого-то, да. Мгм. И если он будет в чувства отдаваться, да, ему вот этих задач не решить, там более рационально идет подход. Мгм. Конечно же, это не говорит о том, что папа не должен присутствовать в жизни детей. Конечно, должен. И ко мне приходили иногда парами, вот и папа, и мама, и вместе плакали они, так, это было очень мило. И тоже ребенок взрослеет, а ребенок был с особенностями. М. Вот. Он начал взрослеть, и у родителей пошла тревога, как он без нас справится, да? Но на самом деле вот у ребенка с самооценкой все классно. Он знает, что есть любящая мама, любящий папа, он в себе уверен. А у родителей вот начинает у обоих тревога. И они вот прям вдвоем плакали на консультации. Я даже их не успокаивала, сижу, любуюсь, как они плачут. И потом в конце задают такой вопрос: а где бы вы еще поплакали, если бы не здесь? Мы, говорит, не плачем нигде. Ну да, Папа, даже друг папа другу, да. зайдет в гараж, да, там сплакнет, вытрет быстро слезы. Мама стоит у плиты, сплакнет быстро, вытрет слезы. Они не позволяют себе поплакать в другой ситуации. А здесь в кабинете безопасно поплакать. Они увидели чувства друг друга, они увидели слезы друг друга. Они стали уязвимы, открыли, да, свои уязвимые части друг перед другом. И у них тоже появилось друг к другу трепетное такое отношение. То есть через ребенка они даже где-то друг друга больше, ближе стали допускать и принимать. И такое бывает, да, но не все папы такие вот чувствительные, да, не все папы такие чуткие. Папы тоже бывают разные, но они очень важны и должны быть в жизни ребенка. Это прежде всего защита. Мгм. Поэтому, когда папа есть и он безопасный, а то иногда бывает, к сожалению, так, что от фигуры от папиной фигуры Мгм. бывает агрессия, да, и он сам становится обидчиком для своего ребенка, допустим, там критикуя его, да, или ругая его. И тогда уже тут дисбаланс такой вот нарушается. Тот, кто должен, в принципе, защищать и верить в меня, да, наоборот, становится для меня агрессором, обидчиком. И это сложно тогда ребенку. Ну, и мамы тоже такие есть, сейчас, чтобы папы не обиделись, и мамы тоже такие есть. Есть, есть. Да, поэтому иногда вот такое бывает, и мы с этим тоже работаем, когда уже человек повзрослел, и до сих пор у него эти, скажем так, внутренние конфликты не решились с детства. Мы с этим тоже работаем, помогаем эти конфликты переработать. И, кстати, знаете, в нашей культуре очень такое отношение, то есть родители — это святое. Это нам из поколения в поколение говорят, да, родители — это святое. И вот эта фраза, вот это убеждение, оно как бы блокирует здоровую агрессию на родителей. То есть здоровая агрессия, что это значит? Допустим, уже это когда ты взросленький, да, и там у тебя есть своя комната, родитель зашел без стука, взял твои вещи, я в этот момент злюсь, это нормально. И могу сказать, ну, баба, а чего вы зашли? Там она, а чего вы зашли? То есть вот это здоровая агрессия имеется в Мгм. виду. Почему вы, зачем вы взяли, у меня не спросили, да? Мгм. Если это принимается, ой, извини, угланом или кызым, да, я должен был постучаться, да, все, прости, пожалуйста. То есть тут все нормально. Если это не принимается, говорит, как ты посмел, я ж твоя Анашка. Чаще всего у нас такая реакция идет в нашей культуре. Да. Как ты так можешь? Я же твой бабашка. В этом доме все, что я купил, это мое, я могу брать и заходить, когда хочу, куда хочу. Да. Тогда у ребенка, у подростка, да, возникает такой диссонанс. Вот эта агрессия, она становится еще сильнее, но он уже понимает, что ее выразить небезопасно, она начинает копиться, собираться, и вот отсюда возрастают вот эти вот, выходят детские обиды, да. И этот конфликт внутри, он проносит через всю свою жизнь. И у него могут отношения в семье, в своей уже взрослой семье, со своими же детьми тоже портиться из-за этого. И как только мы прорабатываем этот конфликт, он встречается с собой настоящим.
он встречается со своими детьми с настоящими. Так он через призму вот этой вот негативной ситуации, да, смотрит на своих детей, на свою семью, на свою жизнь. Везде в какой-то защите, обороне, везде в какой-то таком, скажем так, агрессивном, да, состоянии. И когда именно вот это называется детские обиды, да, просто не все это понимают, многие как-то буквально воспринимают, что мы приезжаем к мамам, там, к папам и начинаем, а вот помнишь, ты когда-то там мне вот так вот сказал, да, предъявляем. Нет, мы вроде продолжаем их любить, но внутри есть вот эти вытесненные чувства, которые не дают нам покоя, где меня подавили, где меня не услышали, где мной пренебрегли, да, или там, допустим, был страх такой, что если я выберу себя, а не родителей, да, допустим, вот в том же обучении, я пошел учиться туда, куда я мечтала, а не туда, куда родители захотели, чтобы я обучился, поступил, вернее. Тут идет страх отвержения, то есть есть угроза, что меня могут отвергнуть, и вот эти вот страхи тоже человек в них проживает, да, ему кажется потом, что все его хотят отвергнуть, что мне небезопасно выбирать себя. Вот с этим всем мы работаем. Это и есть детские, скажем так, травмы, детские обиды, незавершенные конфликты, которые мы внутри носим и внешне тоже начинаем отражать. Иногда вот говорят, почему этот человек такой злой, да? Ну, наверное, внутри у него какие-то есть противоречия, с которыми он вот живет и никак не может справиться. А человек может сам такой вот злой? Можно быть Нет, такой? не может быть Не сам может злой, вот нет. все прям добрые, да? Не то чтобы добрые, мы должны быть и злыми, и добрыми, но мы должны понимать, когда мы проявлять эту злость или когда проявлять эту доброту. Совсем все время быть добрым тоже невозможно. Это и Опасно. нелогично и опасно, да. То есть я должен со своей агрессией быть в контакте, вовремя ее включать, когда, допустим, на меня нападают, и я должен защититься, да. Вот. Или, допустим, когда у моего ребенка там, я не знаю, он поцарапался, стукнулся там, или какой-то, там, я не знаю, там, двойку получил, или там кто-то его обидел, да, я должен включить доброго принимающего родителя, да, идем, я тебя сейчас обниму, пожалею, да, ты мне все расскажешь, что с тобой было. То есть тут я добрячок. Опять же, мы переключаемся, да, то есть в соответствии с ситуацией мы должны реагировать, уметь знать, как реагировать. Поэтому если он все время злой, значит, что-то там внутри происходит, какой-то конфликт, какая-то неудовлетворенность. Или если он все время добрый, то тут уже мне тоже большие вопросы. А как тогда, какие у вас отношения с вашими личными границами? Потому что у добрых людей личных границ нет, да, и все им пользуются. Все им И он пользуются. страдает потом от этой своей доброты. Мы уже Психопата можно вылечить? Ну тебе же сказала Надика, Я что слушаю психопатами не занимаемся. Нет, да, все- это уже это Нет, патология. смотрите, я не говорю про психопат, который там может топору там в спину, а Мгм. те, которые не способны сопереживать. Как это называется? Ну, есть такой термин. Эмпатия, которая не знакома. Да, я забыла вот этот термин, алекситимия. Вот, есть такое, скажем так, нарушение в эмоциональной сфере, алекситимия. Тут, конечно, нужно, во-первых, диагностировать, насколько это глубоко, да, и по необходимости подключать психиатра, чтобы он тоже диагностировал, возможно, назначил какие-то препараты. Да. Иногда без психиатра можно, как говорится, обойтись и, допустим, помогать человеку, вот опять же, расширять этот эмоциональный контейнер, чтобы он начинал понимать. Кстати, многие, да, вот говорили мне, что я вообще, сейчас вспоминаю даже вот свое детство, я не помню, что я чувствовала, вообще, как это чувствовать что-то. И тут, конечно, длительная нужна работа, потихонечку. Есть базовые чувства, которые должны быть у всех людей, он рождается с этим. Если что-то там, какие-то нарушения, да, вот тот же страх, радость, грусть, то есть если он не понимает, не различает их, тут нужна диагностика, тут нужно более глубокие исследования, тут нужно дополнительно к специалистам тоже обращаться. Это серьезная проблема.
не совсем может справиться вот психолог. Есть зона нашей компетенции. И мы часто взаимодействуем с психиатрами, ничего тут зазорного нет. Допустим, вот панические атаки. Человек приходит с этим запросом или тревожное расстройство. Ну, он сам не знает, он рассказывает о симптомах, да. Если это настолько вот, что ему мешает жить, он может там в институте у него приступ, да, там во время работы, во время движения на дороге, да, за рулем, мы обязательно отправляем к психиатру, просим, чтобы его состояние продиагностировал, потому что мы не ставим никогда диагнозы. Мы можем подозревать. Мгм. Отправляем психиатру, психиатр исследует, ставит диагноз, назначает лечение медикаментозное, фармакотерапию. Человек пьет таблеточки, симптом уходит, а причину уже выявляете, да. мы работаем с причинами той же тревожности, тех же панических атак, того же депрессивного состояния. В депрессии вообще очень такая, знаете, широкая сфера, там у нее много разных проявлений бывает. Иногда терапевт в состоянии вытянуть, да, человека с депрессии. Иногда нужно подключить психиатра, нужно смотреть всегда по ситуации. Психиатр, это не диагноз, да, какой-то сложный, с который там даже инвалидность можно получить и где-то там записать, да, что у человека такой диагноз. Нет. Это нарушение в эмоциональной сфере, и фармакотерапия, она помогает. Вот эти симптомы иногда в психотерапии с психологом, они мешают продвигаться дальше. А фармакотерапия восстанавливает внутренний такой баланс, человек более-менее так успокаивается, и мы уже дальше своей работой, своей психотерапией можем больше дать эффекта, больше дать результата, и быстрее этот процесс может продвинуться. Поэтому мы обязательно, у нас есть взаимодействие с психиатрами, мы держим обратную связь, то есть я обязательно спрашиваю, что с клиентом, да, что там выявилось, чтобы мне тоже понимать и знать. Ну, это очень так вот, ну, серьезные такие моменты. Но это очень сложно, мне кажется, вот вникать в каждую проблему. Это же вы все на себя берете. К вам же не обращается человек, ну вот у меня Всё прекрасное хорошо, да? состояние, да, я вот счастлив, у меня все хорошо, у меня семья, дети, Да. все здоровы, все хорошо. И я вот пошла и вам рассказала, поделилась с вами. Но я думаю, что Да. вам было бы прекрасно, если бы к вам такие люди обращались. Нас бы, возможно, и не было бы в этой профессии, да, к нам приходят со своей болью, как правило. Если у кого-то утрата, если ну, вот Мгм. какие-то, может быть, болезни, да, болезни близких. И вот эти все проблемы, они выливают в вам. Как вы с этим У справляетесь? нас обучают этому, и мы постоянно этому обучаемся. Этому невозможно, мне кажется, научиться. Ну, возможно, если у тебя, ну, допустим, это моя любовь, да, вот эта наука, это моя любовь. И мне все интересно, что там происходит. Я это изучаю, я повышаю свою квалификацию. Как раз-таки для этого, для своей устойчивости я хожу в личную терапию, я хожу на супервизии к коллегам постарше, которые могут мне помочь, да, своим опытом. Я получаю всегда дополнительное образование, то есть много инструментов психолог в себя вкладывает, много ресурсов. Как раз-таки, чтобы быть устойчивым и принимать вот эти все чувства. И я вам, помните, вначале говорила, что психолог, он больше нейтральную позицию держит. Это не говорит о том, что мне все равно на твою боль. Нет, это говорит о том, что да, я вижу, что тебе болит, я вижу твою боль, мы сейчас с этим что-то сделаем, я тут. Я тебе для этого, я тебе помогу. Но если я тоже сяду, провались в эту боль, да, начну плакать вместе с клиентом, это получается такое, знаете, вот две подружки встретились, да, вот за каве, поделились друг другу, поплакали, дальше пошли. То есть психолог – это такая фигура очень устойчивая, с дополнительными знаниями, инструментами. И плюс, конечно же, главная задача психолога – это быть принимающим, да, не обесценивать. Бывает иногда, что приходят девушки, у них конфликт с подругами. Мгм. Это очень серьезная для них тема.
Кто-то, вот она сама говорит, я приду если к маме или там к сестре или к другой подруге, если, ой, да забей, зачем, что ты паришься за это, еще будешь переживать, что ты там с подругой разругалась. Они не поймут, они обесценят, скорее всего. Если он придет к психологу, психолог эту проблему будет, и сам клиент спрашивает, слушайте, а вам не кажется, что это вот детский сад, я пришла с какой-то темой такой, я говорю, нет, для тебя это важно, я вижу, что тебя это беспокоит. И мне важно твое состояние, мне важно сейчас помочь тебе с этим состоянием справиться. Поэтому Мгм. ты можешь сюда приносить любые темы, раз Мгм. они для тебя важны. Только хотела, кстати, у вас спросить про подруг, про друзей. Важно ли человеку иметь подруг, друзей? Считаете ли вы патологией, что человек не может довериться, никому не может довериться, никому не может рассказать о своей проблеме? Да. А, Мы устроены, мы существа социальные, нам Мгм. всегда нужно общение, нам всегда нужен круг близких, да, это друзья, это отдельно, я с ними могу обсуждать какие-то вещи, которые не могу обсудить с семьей, да, это нормально, а с семьей я обсуждаю то, что не могу обсудить с друзьями, то есть Мгм. должны быть и те, и эти. И действительно это большая патология, когда человеку сложно довериться. В нашей культуре с доверием большие проблемы. Да. Поэтому и к психологам обращаются крайне в редких случаях, когда уже совсем там плохо. Это будет очень хорошо, если обратятся в этом случае, не запустят ситуацию. Поэтому чаще всего мы работаем с доверием. Если нет доверия другим, это равно тому, что нет доверия к самому себе. Да. Если нет доверия к самому себе, это равно тому, что нет доверия к миру. Это все зеркалит. Мгм. Чухсал у нас, что вы открыли некоторые стороны, о которых я даже не подозревала. И я думаю, что мы были полезными. Наше видео будет полезно для многих-многих женщин и мужчин Да. тоже. Да. Я надеюсь на это, что уделять заботу своему психологическому состоянию — это профилактика болезней физических. Вот настолько это все взаимосвязано, и нет тут ничего зазорного, если человек с чем-то не справляется. Есть специалист, и это не просто совет, это не просто рекомендация, это глубокая проработка, да, Мгм. которая дает силу, ресурсы и веру в себя клиенту, и он дальше, конечно же, потом справляется сам самостоятельно. Он не зависит от психолога дальше. Мы Мгм. делаем все для этого, чтобы он был устойчивым и не нуждался в нашей помощи. Саунс. Аллах разылсын.